Да яго ідуць на заняткі не таму, што трэба, а таму, што цікава. Выпускнік і магістрант БРДУ імя Пушкіна Александр Кондратюк перыяд адаптацыі ў калектыве першай гімназіі ўжо прайшоў. Апошнія гады паспяхова сумяшчаў вучобу і працу ў гэтай установе адукацыі. Сёння выкладчык фізікі ўмее майстэрскі развіць цікаўнасць да прадмету і правесці унікальныя звесткі, якія не знойдзеш у падручніках. Так как я молодой специалист, мне было, во-первых, выплачено единовременное пособие, когда я пришел сюда вот в начале этого года работать. Кроме того, ежемесячная надбавка к зарплате тоже имеется. Дети относятся с большим уважением к преподавателям, неважно какого он возраста, молодой или более опытный. Вот. Но я все же считаю, что да, они, особенно старшеклассники, видят во мне более близкого к себе человека, который, как говорится, с ними на одной волне. У гімназіі упэўненыя настаўнік на сваім месцы. Сёння маладыя кадры, якія прыходзяць ва ўстанову адукацыі, прыносяць энтузіазм і крэатыў. Как правило, хорошо подготовленные ребята, выпускники нашего Брестского университета. Их отличает хороший уровень предметных знаний, их отличает творческий подход. Это ребята, которые способны к саморазвитию. Сёлета педагагічны кадровый склад Брестской области пополнили больше за 600 молодых специалистов. Теперь задача замацаваць их на первых працоўных месцах. Сегодня реализуется комплекс мер, направленных на то, чтобы выпускник вуза, придя на первое место работы, имел заинтересованность остаться впоследствии. К ним относятся как материальные, так и другие возможности. Среди материальных я бы, наверное, назвал следующее. Это надбавка молодому специалисту, которая с момента заключения контракта в первые же месяцы года работы устанавливается не менее 20%. Второе, это, конечно же, средство, которое молодой специалист может использовать при найме и под найме жилья. Годными молодыми специалистами укомплектована и сфера аховы здоровья. Урач третьей поликлиники Ольга Майданская ажыццявіла даўнюю мару, стала хирургом. За вышэйшай адукацыяй отправилась ў Гомельский дзяржаўны медицинский университет. И сегодня яе прызначэнне дапамагаць людям. Каждый человек, он особенный, каждому человеку особенный подход. Как он обращается, как он ведет себя. Ты уже смотришь на человека, ты понимаешь его психотип, уже стараешься отвечать на его вопросы. Коллектив помогает, если что-то не знаешь, всегда ты понимаешь, что можешь обратиться к любому доктору, к любым смежным специалистам, не только хирургического профиля, они тебе никогда не откажут. Медицина – галоўная сфера ў яе жыцці з дзяцінства. Уся сям'я Кацярыны Грывіцкай – медыкі. І дзяўчына прадоўжыла дынастыю і скончыла Віцебскі дзяржаўны медицинский университет. За размеркаваннем, кажа, пашанцавала, трапила ў родны город. Эту специальность я выбрала, потому что она достаточно широкая. Это будет хороший опыт для меня в будущем, даже если я решу получить более узкую специальность. От участкового врача, обычного терапевта отличается тем, что немножко более широкое направление, немного хирургической патологии мы охватываем, лор-патологии, то есть пациентов с какими-то простыми вот этими заболеваниями, врачей этих специальностей мы можем принимать и лечить. Приходят молодые люди действительно с желанием. Когда начинаешь с ними соприкасаться в работе, видно, что хочется, что глаза горят, что действительно они шли как-то по призванию. Наставничество, конечно, оно есть, существует. У нас даже есть совет наставников. И за каждым молодым специалистом при поступлении в течение 3 месяцев с ним, тесно работает закрепленный наставник. У гэтым годзе ў арганізацыі аховы здароўя Брэсцкай вобласці на першае працоўнае месцы прайшло каля 800 маладых спецыялістаў, з якіх 300 ўрачоў і 500 сярэдняга медыцынскага персаналу. У многіх установах аховы здароўя вырашылася пытанне дэфіцыту кадраў. Наибольшее количество, 60 человек, распределено Брестская центральная поликлиника, соответственно, они распределяются по организациям, Барановичская центральная поликлиника и Пинская центральная поликлиника. Если анализировать распределение молодых специалистов, врачей по центральным районным больницам, то наибольшее количество врачей, больше 20, это было распределено Ивацевичи, Пружаны, Береза. Замацуюцца маладыя кадры ці не на сваіх першых працоўных месцах, пакажа час. Зараз ім трэба даказаць узровень прафесійнага майстэрства. Юлія Селюк, Тыгран Акапян, тэлерадыёкампанія «Брэст».